Минздрав на этой неделе заявил, что в эпидемии свиного гриппа в России стоит винить Украину. Опасный вирус, унесший жизни уже более сотни россиян, пришел от соседей. Отдельные политики и СМИ пошли дальше и сообщают, что штамм калифорнийского гриппа запустили в Россию специально. Между Киевом и Москвой открылся новый фронт – инфекционный. На сегодня это сравнимо со сводкой боевых действий какого-нибудь локального конфликта. Распространение вируса как фронтовая сводка. В Україні пік захворюваності на грип. Уже 122 померлих від хвороби. Из-за гриппа скончались уже 107 человек. Число заразившихся уже идет на десятки тысяч. В обеих странах сюжеты о болезни в каждом выпуске новостей. Говорят о карантине в школах, о вакцинации против гриппа, о том, помогают ли маски. Порожні класи та оголошення про карантин. Закрываются классы, группы в детских садах. Из аптек исчезли медицинские маски и противовирусные препараты. Від грипу маска не врятує. Вірус настільки дрібний, що легко проходить крізь маску. Головне правило – уникати місць скупчення людей. Особенность российских СМИ – поиск виновных. Во вспышках заболевания некоторые находят подтекст и считают, что за этим стоит целая кампания. Депутат Российской Госдумы заявил, во всем виноваты США. А в так называемой Донецкой Народной Республике уточнили, вирус – это утечка из секретной американской лаборатории в Харьковской области. О ее строительстве российские каналы сообщали в прошлом году. Под прикрытием лаборатории для исследования особо опасных патогенов и разработки вакцин США намерены устроить на Украине военную базу биологической направленности. Сепаратисты уверяют, первыми от вируса из американской лаборатории пострадали сами украинские солдаты. На камеру рассказывают о 20 госпитализированных, а в интернете публикуют число в 10 раз больше. Российские СМИ хоть и присутствовали на этой пресс-конференции, но в эфир ее дать не решились. Ограничились общими обвинениями в адрес Украины. Вирус буквально зажал страну в тиски. В этом году он атакует Россию не только с востока, но и с запада, а если точнее, со стороны Украины. Судя по всему, именно с Украины и пришел в Россию свиной грипп. Вирус на этот раз пришел к нам с Украины. К нам болезнь пришла из Украины. Грипп проникает через Украину. И это неудачный пропагандистский ход, а правда. Почему же страшилки не подкрепили истории о лаборатории и погибших солдатах? Возможно, потому что никакой утечки быть не могло. Ведь лабораторию американцы так и не построили. Харьковская администрация еще 3 года назад идею строительства не поддержала.